Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. Руководитель субъекта провел совещание по развитию горных районов. Обсуждались вопросы экономического роста, инфраструктурные проекты и оказываемую поддержку малого и среднего бизнеса. Далее Медина Мударова. Совещание посвящено социально-экономическому развитию региона. В повестке подведение итогов работы правительства, реализация национальных проектов и ход мероприятий в рамках Года горных районов. Открывая встречу, Рамзан Кадыров обозначил ключевые приоритеты. Сегодня мы поговорим о социально-экономической обстановке региона. Чеченская республика не испытывает острых трудностей этих вопросов. Однако необходимо всегда быть готовым к любым изменениям. А экономика должна показывать эффективный рост. Предлагаю заслушать доклад председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Ходжи Ахмедовича. С докладом выступил председатель правительства региона Магомед Даудов. Он сообщил, что Чеченская Республика демонстрирует уверенный экономический рост, опережая среднероссийские показатели. Валовой региональный продукт уже составил 539 миллиардов рублей, показав впечатляющий прирост в 122,6%. Активная экономическая политика региона подтверждается ростом промышленного производства и объемом инвестиций. По итогам текущего года запланировано строительство и реконструкция 163 объектов. Уважаемый Рамзан Ахматович, с начала текущего года в Чеченской Республике сохраняется положительная динамика основных показателей социально-экономического развития. Активное развитие экономики Чеченской Республики подтверждается ростом объема валового регионального продукта. Производство ешелома отгрузка в сфере услуги 395 миллиардов евро, а хошин шарабин болбалци 539 миллиардов халяла Рамзан. Из-за алхамдулилlah дал хастам удиона, ваши берег, ваши ниек берег доиз диона. Рамзан в целом по Российской Федерации 104,5% ю ВРП халяла. По Северо-Кавказскому округу 105,6 ю, войнохчи 122,6% халяла. Россия по этому показателю самый основной показатель любого региона. Первое место дал Особо хочу отметить, что наблюдается стабильный рост доли ВРП таких отраслей, как обрабатывающее производство 158%, строительство 188%, транспортировка и хранение 143%, операции с недвижимым имуществом 242%. То есть 101, 105, 150, 240 примерно операции с недвижимым имуществом, именно недвижимое имущество, 242% результат его. Объем инвестиций в основной капитал за 2025 год, именно пакет инвестиций, превысил 227 миллиардов рублей с ростом 106,3%. Объем отгруженных товаров за январь 2026 года вырос на 7,5% к аналогичному уровню прошлого года и составил 22 миллиарда рублей. Хокабат отгрузит вайдин товара уже на 7,5% халдаловый. Объем промышленного производства увеличился на 7,8% и составил 8 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли 27 миллиардов рублей с ростом 110,5%. Объем платных услуг вырос на 12,3% и составил 10 миллиардов рублей. Республика демонстрирует финансовую стабильность. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 115%, превысив показатели на 617 миллионов рублей. Это укрепляет бюджет и позволяет эффективно развивать регион. Огромный вклад в развитие этой отрасли вносит секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. По налоговым и неналоговым доходам на 1 марта 2026 года выполнен на 115,7%. Рамзан Ахмадович, ДРС Лилон, что держит человек, диона, Билгл Якан, Собезер в этом направлении диона, Кадыров Адам Рамзанович диона, тон док да алети, док коди, иш диона, налоговая служба, бегге глав шаш болбольш направление, хакан массара диона, ахтеделен дол дикара, из коч чакда карбандош Рамзанович, вы что дадулу чена, доход республики дион, лекар эн йолшня. Все равно 115,7% на данный момент исполнение его. При плане 3 миллиарда 940 миллионов рублей собрано 4 миллиарда 557 миллионов рублей. При выполнении на 617 миллионов рублей.
Масштабное развитие инфраструктуры продолжается. На реализацию 75 региональных проектов выделено свыше 44 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на строительство, реконструкцию и ремонт 163 социально значимых объектов, направленных на повышение уровня жизни в каждом районе республики. Рамзан Ашвой Кушара спала 75 региональных проектов, 13 национальных проектов, 32 государственных программ, где он паспортаж уже утверждено. Всего на эти цели у нас выделены 44 миллиарда 235 миллионов рублей. Ответственным исполнительным органом Чеченской Республики завершена работа по заключению контрактов и договоров на общую сумму 20 миллиардов рублей. Это 44 миллиарда 235 миллионов рублей. Это уже 20 миллиардов рублей на контракт. Ждиновой ОКБАТА. Это составляет 36,9% общего объема финансовых средств, предусмотренных на контрактование. Кассовое исполнение бюджетов региональных проектов составляет 3 миллиарда 137 миллионов рублей или 7,1% от общего объема предусмотренного финансового обеспечения. 44 миллиарда выделить уже 1 миллиард 137 миллионов профинансировать Рамзан. В рамках региональных проектов в 2026 году запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 163 объектов на сумму 28 миллиардов 640 миллионов рублей. Особое внимание в регионе уделяется развитию высокогорья. В рамках объявленного года горных районов предусмотрено более 200 мероприятий, направленных на ускоренное развитие территории и поддержку малого и среднего предпринимательства. Планируется строительство и ремонт 41 объекта, включая социальные, образовательные и жилищно-коммунальные учреждения, а также развитие туристического комплекса «Ведучи» и строительство малых гидроэлектростанций. Эти меры призваны создать комфортные условия для жизни и работы в высокогорных районах. В соответствии с вашим указом об объявлении 2026 года в Чеченской Республике годом горных районов, развития малого и среднего предпринимательства, правительством совместно с органами местного самоуправления ведется комплексная работа. Утвержден план, предусматривающих реализацию более 300 мероприятий, направленных на ускоренное развитие горных территорий и системную поддержку малого и среднего предпринимательства. Год горных районов и развитие малого и среднего предпринимательства администрации, правительства, Моссурай, Масарцидион, Балерина, порученица, со мероприятий Рамзан. По направлению развития горных районов планом предусмотрена реализация 212 мероприятий. В том числе в рамках государственных программ будет осуществлено строительство и ремонт 41 объекта. И до 160 Кушер Ирюал объект, а именно горный район, по нацпроектам, по рекпроектам Рамзан. 41 именно проект Цигаю. Объекты сферы образования, социального развития, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной отрасли общей стоимостью 44 миллиарда, именно 1 миллиард 409 миллионов рублей. Это горный район, это было на Белгородахнаду. В настоящее время исполнительными органами ведется работа по заключению государственных контрактов для реализации мероприятий, обозначенные сроки. Развитию экономики и социальной сферы горных территорий, созданию рабочих мест способствует реализация крупных инвестиционных проектов. В текущем году планируется завершение реализации масштабного проекта по строительству всесезонного туристического комплекса «Ведучи» общей стоимостью более 25 миллиардов рублей. Ведется строительство новой гостиницы в спортивно-туристическом комплексе «Казино Ам» на 490 миллионов рублей и малая ГЭС Николаевская стоимостью 19 миллиардов рублей. В целях улучшения благосостояния малообеспеченных семей с жителями горных районов заключено 254 социальных контракта на общую сумму 44 миллиона рублей. На эти средства более 250 семей смогут реализовать проекты различных сфер экономики. Рамзан Шарахча 254 на семья. На шей бизнес, шей тюк релиз дион, шей швейный релиз дион. Именно для развития диона этих районов цигабулбахар хошна иштиату байтнах дион.
Правительство также активно поддерживает малый и средний бизнес. Утвержден план из 127 мероприятий, а на прямые меры поддержки выделен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Флагманом роста выступает особая экономическая зона Грозный, резиденты которой уже привлекли миллиарды инвестиций и создали новые рабочие места. В республике ведется системная работа по снижению административных барьеров, созданию благоприятных условий для развития предпринимательства. На территории особой экономической зоны Грозный созданы инвестиционные площадки с необходимой инфраструктурой и льготными условиями ведения бизнеса. Резидентами ОС Грозный вложено 2,6 миллиарда рублей небюджетных инвестиций и создано 252 рабочих мест. В текущем году также планируется запуск ряда промышленных объектов. Рамзан Ильич, именно и бизнес лилош полнах цен в виде грантов, субсидий в этом направлении. Цер буат абагайта, цер оборот ахчхилита, цер вложиться дайта, шей бизнес миллиард 200 миллионов рублей белгладакана и сум ахчадуй. По состоянию на март из запланированных в рамках комплексного плана 177 инвестиционных проектов на общую сумму 44 миллиарда рублей. Завершена реализация 17 проектов на 245 миллионов рублей. Также в Шатойском районе за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова завершено строительство 2 мечетей на 2600 человек. Реализация мероприятий в рамках объявленного вами года горных районов развития малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с определенными сроками. Все задачи, обозначенные в дорожной карте, будут выполнены. Уже с докладе маалра моссо направления, моссо шаволч дион, хор министерства, ведомства, главы районов, правительства, администрации Рамзан Ильич. Тейлен задач хочешь езихуш, бехкал ледухуш дион, судя толка юкшту, дал мул Рамзан Ильич сюбах диона, одаваганш направления, мюкш направления диона, личный авторитет бандош, хацаяка бандош диона, хуёкч пачалкия, тхун на встречу цавош, от эдат вопрос дион, решить садешта гвац дион, и дороги диона, дал дегал уэл дал азу тробул дуэл. وش بيركت دو ديانا إني عباح شوال ده بيوسي دو شو ده قايوك شوال حبيركت دو أحتيلن زداش ديانا أو قود شيريو خز حدوش دو ده درس لينا رمزان أخماش دار على شوال. В ходе совещания Рамзан Кадыров отметил эффективную работу оперативного штаба под руководством депутата Госдумы Адама Телимханова. Он подчеркнул, что благодаря слаженным действиям многие вопросы решаются в кратчайшие сроки. Ширендон штаб Кюгало Адам Султанович хотин электричество газен воздействовалатан уже сетёч дизайнер дастан надо теусловие шучдон объект шешидон жалос дешбудастан Адам Султанович дон художественное направление дон. Сам Адам Телимханов доложил о ситуации в отраслевой энергетике. Он отметил, что бурное развитие региона, строительство новых объектов, будь то коммерческие предприятия или жилые дома, требует особого внимания к техническим и инженерным условиям. Прокладка сетей, света или газа требует точного планирования. Если не учитывать эти условия, на этапе проектирования будут проблемы, объяснил Адам Телимханов. Мамад дити так война масан кушту из-за шадек дейл ихетамбу да лазва قبل دول ودوحلج باتشا عمد حاجي تنز البولش دقيل هاش دا لازوا قبل دول وبيجري ناوستي برت بول شوي ناهيج ومركع دول بيركت وين قشتو دال هو حيق ما دول وين ويليلوش تكشير دول إنز أحملخو энергетика совещание еш хагул бечи моссомет тани хват каюх так амал раишта бин халхедин ахарбах ва цантвах цагалха ва таган саахум хаялуриош ецаздани елуриош ичи свет цагалч хит цагалч газ цагалч тандам дат дала самый кверте году в отрасли энергетики проект еш больше на коммерческих или штук или бият частный дом хилтера самое главное и инженерка и тех условий إذا يوجد هيتس تسميلا ناهنا وضغيرش ملا إشت تعنيستي دو تربوش نا وصل دريح حداك نوي نو وي أبشي problem هو يتغن هنت وقتناك وي موك دينلوش هربيركت دينو سودولش أحيغريتر هر
مصر الدنيا نشوف طبعا هالدنيا تسدل شطان ملخو ريجيون ويخ حيجا حيوك دعوتنا طبعا ستريتس خل كولتور خل سبورت خل منو خل نبرولين حياة شيء وين ما كرزويتيو تاخ رزويتي ثاني قرداش سو يردش ملخو نبرولينش تقيتش خل شيء يو صداني خلش توك خلش بيات خلش ديشتول كان مثلا توك سويت مصو غاز ملي لما كان دا أصناها جو دي خردوخ رمزاق ماش إنز بيلقل داخل خرج سوتيش هو مصو غلاوش مينستر شابير كوچابو إتيخ условиش يوتش تا проекта يش учитываться يشتير. Вообще, я не гордаюсь, те условия, что он согласован быть, он сам объект, он дает воз, дает он и ючик, он дешевле, он город, он чего спрос ходит. Дерез рмзаق маш إنز масштабе республики وي مش حالت عدو абсолютно وي تا здание шумаич цундайл чуя туакят وين وي ال وي мосо поручение ел وي через министерство энергетики Мухаммад мосо Иса وي подключистин сега через Россети то проект юг эдан вяш сихвохлита и проектирует вяш яше и сунжа 3 إيشه أخذ المقلع وإذا يخان يزوين وداشي قدي شو خان يز إياه دعوته سندي تصوت إحوي بيش بوها بروتشيني ثاني ده المقلع ويسفيت يوتش دشر داس نو تغنى ويديزم تتصدق حين تعمل الله عيلت بروتشيني ثاني ده المقلع صوتيش هو مسألة دير كلر مسألة تيخ أصلي شوتش بوخ проект وما здание сама емигрдуч кылар وين сет билгел делдук да المقلع ويجاك дохорду үш целым рамзах май совещание шеш ملخو حمتي دوان شينا تغنى أدم مسومتي بركل بوشدو تاخ ون يو تاخ شاش ملخو خارج بلاه ويبريلاه كيشتو شاش بوش بو أرا депутат представитель региона Эдиландол дикар коч дешту дал мلخو ат Эдиландол милч метя цах أرا جاكدا كيشدو дал валш ويل дал бусул дина ночи коман лат ويلا Barkel de резолдан, вопрос серьезно дузас, он ausschalliert das, dann lirlush, dann ja schedefstek, dann ausschuddet die, dann объект шерхтет, das der Tok dann der Tok coach, so das dann согласован, dann определенные штабы, dann Завершая встречу, собравшиеся заверили главу региона, все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме. Положительная динамика практически по всем направлениям, от строительства до сферы услуг. Сегодняшнее совещание показало, Чеченская Республика не просто адаптировалась к новым экономическим условиям, но и вышла на рекордные показатели роста. Впереди масштабная работа по модернизации энергосетей и развитию особой экономической зоны в горных районах. Медина Мутарова, Садмин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Представительство главы Чеченской Республики работает по всей России, от Москвы до самых отдаленных уголков страны. Они помогают диаспоре, поддерживают бойцов СВО и укрепляют межрегиональные связи. Только за прошлый год отработано почти 25 тысяч обращений. Адам Делимханов и Ахмед Дудаев обсудили ключевые вопросы. Продолжит Рамзан Абоев. География представительства главы Чеченской Республики охватывает 63 субъекта России, включая полномочное представительство в Москве. Основной фокус работы – оперативное решение вопросов чеченской диаспоры и укрепление межрегиональных деловых связей. Эффективность института подтверждается цифрами. Только за минувший год отработано почти 25 тысяч обращений. Эти и другие ключевые вопросы деятельности представительства обсудили депутат Госдумы Адам Делимханов и вице-премьер-министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Ahmed Wemekdas Ramzan Ahmatovic, вице-премьер, даже надежду того гендаза, Бог дал бедке боль, так что министерство по внешним связям, так и регионских представителей, так заместитель департамента, руководитель век, шадереги воя, так на воя дештег лилоштег из-за далазот поболдой воя духалерч воя вача Ахмад Хаджи, цинцей такеланч ваниятя, лахюк штабанч воя вежерина власти. И не озбухтя хадох что воя дал мулаха, цашик ويوش ويما كاتان ديل إيتم بعمرش هلاويل ويمكدا ويكام برتسع بوش ويتانا عش ديشتو ديل تانا مصو направления
بيركتي развитие يقوين كيوين مثلا قشتو ويدوت شن قشتو تا طبعا شو الله تعش أحكام ما دوي وين ما أصلا تسيرس ويدوخين عدون ده بيش بمسيرتي إذا شونا непосредственно ويتاني تتعزي مديستوي شو министерство شونا внешним связям بيخوشتو قشتو تا مرة что تيجي كده قديش ملخو أور إيش تسوى دول حال إيش تان телевидение в целом беш болбох сон билгул бахле он дальше из нахен إيش не просто дитер это развернуто какие на хитр боч аура разъяснять дальше إيش беш болбол из бог болбу так إيش в целом из это хабол дел беш шун масана баркал дерис хла ош так вот хитат бабиш болбелш билгул бош да мула болби бухой. Важное направление работы представительства главы – поддержка бойцов СВО. В минувшем году совместно с региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова на эти цели направлено 150 миллионов внебюджетных средств. Параллельно министерство ведет активную работу по социокультурной адаптации иностранных граждан. В 2025 году в республике было зарегистрировано более 12 тысяч мигрантов. Специально созданная рабочая группа успешно интегрирует их в местное сообщество. За отчетный период для них организовано 150 обучающих мероприятий. Проводится нами комплексная работа по развитию межрегионального и международного сотрудничества Чеченской Республики с другими субъектами, по налаживанию торгово-экономического, культурного взаимодействия, социального взаимодействия на разных уровнях со всеми субъектами Российской Федерации. На сегодняшний день, Адам Султанович, у нас функционирует 63 соглашения с субъектами Российской Федерации. То есть Чеченской Республикой заключено 63 соглашения с другими субъектами Российской Федерации, плюс с некоторыми правительствами других стран, с такими как Белоруссия и Азербайджан. В текущем году нами проводится работа для заключения дополнительно еще 4 соглашений с 4 регионами Российской Федерации. Это Тульская область, Хмао-Югра, Кабардино-Балкария и Республика Дагестан. За предыдущий год проведено 979 мероприятий, то есть почти 1000 мероприятий в регионах по духовно-нравственному воспитанию, по развитию положительного имиджа Чеченской Республики в этих регионах. Эти мероприятия, они, как правило, приурачиваются к различным актуальным направлениям, которые объявлены здесь внутри республики Рамзаном Ачем. То есть, если у нас объявляется год родного языка, представители проводят мероприятия в этом направлении. Год Грозного и Нового района в этом направлении. Вот, допустим, по городу Грозному и Новому району в предыдущем году проведено более 100 мероприятий представителями. В текущем году эти мероприятия, они в том числе посвящены развитию горных районов Чеченской Республики. То есть в регионах проводятся какие-то форумы, круглые столы, где рассказываются о потенциале наших горных районов, о привлечении туристов. Если в общем сказать по внешним связям, такая комплексная работа, которая в основном она выполняется представителями главы республики. Как вы отметили, Адам Султанович, да, мы отталкиваемся в своей работе целиком, до сих пор отталкиваемся от того прочного фундамента, который был заложен нашим первым президентом, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым, да, Лазвату Болдуэльсон. Ведомство выстроило взаимодействие с Министерством иностранных дел России. Это партнерство обеспечивает организацию сопровождения делегаций из других государств, посещающих регион с официальными визитами. Адам Делимханов подчеркнул, что институт представительств главы доказал свою состоятельность как эффективный инструмент сотрудничества. Институт представительства состоятельный, а еще что духайна дюйнда он дальше, а мы бахара дух не хотим батар, дух не возможно. Уж региончика может метяться, ортох был, такой туда есть контроль, поручение санерам да матучи да на двухчу сфере, я чуялан халили дюш, халили лет, халили вел, халили любой аура, дняча, елс мне милуриат, вот галаха вешк далуштек, цадалуштек, да хауш, ишт нет дуй да мулаха туда ки, ахюгаду, представительство югаду, югаду, масара цана, тан цабарт بوشه در ملاها و میخ دستم دان هاشوین تدیل نکتوخوات اینزاده چه خواهش خدا نقوی بوی مسندری سولدال دولدال. Учитывая, что тысячи соотечественников проживают за пределами республики, укрепление связи с землячеством является стратегическим приоритетом. В завершении встречи Ахмед Дудаев вручил Адаму Делимханову сборник выступлений Рамзана Кадырова, изданный по инициативе Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Ключевые задачи представителей главы – развитие межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, а также поддержание устойчивых связей между руководством Чеченской Республики, органами власти на местах и чеченской диаспорой. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Чеченскую Республику прибыли американский военный эксперт, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер, а также политический аналитик Гарланд Никсон. Первым делом гости посетили мемориальный комплекс славы имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Они ознакомились с экспозицией, посвященной первому президенту, и высоко оценили его роль в установлении мира в регионе. Также состоялось интервью с президентом Академии наук Джамбулатом Умаровым. В программе запланированы экскурсии в Российский университет спецназа, посещение нового Путинского района, Шалинской мечети, гордость мусульман и Нихолойских водопадов. Ожидается запись интервью с высокопоставленными представителями республиканской власти для представления своей зарубежной аудитории. Визит экспертов продлится до воскресенья. Я планирую снять документальный фильм о явлении, которое я называю чеченским чудом. Текст не всегда способен передать масштаб происходящего. В нем не хватает глубины и той эмоциональной связи, которую дает видеоряд. Поэтому я решился на третью поездку в Чечню. Хочу запечатлеть этот феномен на пленку и помочь людям на Западе увидеть и прочувствовать то, что действительно здесь происходит. В новом гипермаркете «Вкус дома» прошла ярмарка вакансий. Более 300 должностей разных направлений открыто для соискателей, включая производственные и управленческие. Среди участников жители региона, ветераны и участники СВО. С места событий Рабиат Гайтиева. За один день узнать о разных вариантах трудоустройства и найти активных, ответственных и энергичных сотрудников на вакантные должности. Такая возможность предоставилась участникам ярмарки трудоустройства. Масштабное событие прошло в здании нового торгового объекта гипермаркета «Вкус дом». Мы провели собеседование, проинформировали работодателей, а также соискателей, пригласили их, организовали встречу. И соискатель может напрямую провести собеседование с работодателем. Уровень безработицы у нас в Чеченской Республике 3,2%. Динамика идет по снижению, потому что открываются новые проекты, трудоустраиваются люди, и процент безработицы потихоньку уменьшается. Формат мероприятия позволил кандидатам пройти первичное собеседование непосредственно на месте и лично поговорить с работодателями. Все, что требуется соискателей, это заполнить типовую анкету со своими данными и далее уже перейти в кабинет для собеседования с работодателем. Всего открыто более 300 вакансий, охватывающих практически все направления деятельности будущего гипермаркета. От управленческого блока до производительного сектора, торгового зала и складной логистики. Должности от начальных позиций до квалифицированных специалистов. Мы на самом деле рассматриваем людей и без опыта, потому что приедет для запуска проекта привлечены большие профессионалы, то есть команда в составе 12 человек приедет и будет в течение месяца отрабатывать все новинки, все позиции, все SKU. Основной упор мы делаем именно на работу производственной части, то есть производство это будет нашим локомотивом, это будет нашей отличительной особенностью. И, конечно же, расширенный ассортимент. В числе наиболее востребованных специалистов – технологи пищевого производства, повара цехов, кассиры и администраторы. Сегодня внимание было уделено производственному направлению. На собеседование в этот блок пришло больше 100 человек. Одна из них – Петимат Алиханова, которая уже со следующего месяца выходит на новую работу. Узнала про работу, потому что работала в ленте рядом. Захотелось узнать, как буду работать тут. Оформляться было нетрудно, анкету заполнила, сразу приняли, устроилась на работу. Надеюсь, и дальше будет продвижение. Среди соискателей, кроме жителей республики, переселенцы из Палестины, а также ветераны и участники специальной военной операции вместе с членами своих семей. В Чеченской Республике системно реализуются программы поддержки этих категорий граждан. Им помогают с трудоустройством, переобучением и социальной адаптацией. Цель нашей ярмарки вакансий заключается в том, чтобы трудоустроить наших ветеранов, чтобы они нашли достойное место в мирной жизни. У нас здесь ФЗО,
ребята позвонили, сказали, что есть вот вакансии, будет разная сфера деятельности, и можно, в принципе, попробовать найти для себя работу. Ну, ребята помогают, как бы возлагаю надежду на них, ну и плюс как бы обещали, что все будет хорошо. Думаю, все будет прекрасно. Постоянно мы следили за этих объявлений, где есть работа. Я подумал, что здесь я найду работу, которая мне подходит по возрасту и по специальности, да, и могу чем-то помочь. В год малого и среднего предпринимательства администрация республики создает комфортные условия для работы предприятий и поддерживает тех, кто планирует открыть свое дело. Бизнесмены получают консультации, финансовую помощь и сопровождение проектов. Ожидается, что запуск гипермаркета «Вкусдом» станет значимым событием для города, обеспечив развитие современной торговой инфраструктуры и создание сотен новых рабочих мест. Рабиат Гаитиева, Исам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.